Праздниками, ребята! Передаю всем новогодний привет! В эфире детская информационная служба. Несмотря на то, что школьные каникулы закончились, праздничная гора новостей продолжается. С новостями и событиями дня тебя познакомим мы, Риваль Сулейманов и Лейла Хамидуллина. Мы на страже новостей и событий. Все зимние каникулы и даже больше детская информационная служба будет радовать тебя звездными интервью, полезными лайфхаками и яркими сюжетами. Самые свежие новости и актуальные события наши спецскоры откопали вовсе не под елкой. Всем привет, с вами Кобяков, Алмаз Томас Мраз, Давид Деймур. Группа ускорится. Специально для горы новостей. На календаре уже 11 января, каникулы уж как-то быстро пролетели. Я тебя обрадую. В 19 веке у детей, обучающихся в школе, совсем не было каникул. Школьникам лишь давали отгул на время сбора урожая, так что нам с тобой еще повезло. Я смотрю, ты очень оптимистично настроена. Ну ладно, Дед Мороз покинул свою уфимскую резиденцию. Салаты все съедены, но елка еще горит новогодними огнями. А это значит, что самое время волшебных новостей. Вот, многие ворчат, что в школу рано пришлось выйти. Но зато еще новогоднее настроение у всех есть, и можно обменяться приятными подарочками, будто это еще актуально. До революции в России начало учебного года отмечалось угощением каши из общего котла. Хорошо, что те времена позади. Я не очень-то люблю кашу. Вообще праздники и еда нераздельно связаны в культуре любого народа мира. Во многих странах Новый год ассоциируется с печеньками. Да, наверное, вы все помните имбирных человечков и печеньки в виде домиков и елочек с корицей. Необычные торты становятся главной тенденцией современной новогодней выпечки. Кондитеры уделяют немало внимания особому новогоднему дизайну. А в нашей программе корреспонденты больше внимания уделяют сюжетам. У нас есть даже свои специалисты в разных городах и районах Башкортостана. Сейчас мы находимся в 11-й школе, где впервые в Ишимбае был открыт Центр цифрового образования. Так давайте же посмотрим, как проходят уроки робототехники. Восьмиклассник Никита Деев о новом центре узнал от своего друга. Уже на первом занятии Никита вместе с остальными ребятами начал собирать робота и писать программный код. И тогда же решил, это именно то, чем он хочет заниматься по жизни. Больше учеников сможет заниматься своим делом, которое хотят, и научиться программировать роботов. Егору Баранову 14 лет. Он успевает учиться в школе, занимается программированием, а также играет в КВН. Ну, вообще, КВН и IT-коп – это две разных вещи, но я стараюсь их совмещать. С одной стороны, клуб веселых и находчивых, с другой – сфера IT. И то, и другое дорого Егору. Однако, КВН остается лишь его хобби, а будущее Егор хочет связать именно с программированием. Я занимаюсь робототехникой уже более 7 лет и могу с точностью сказать, что она развивает мелкую моторику и логику. Так что если у вас будет время, обязательно записывайтесь. Алексей Сычков, Айнур Газизуллин, Ишимбайское телевидение. Ждем от вас крутых изобретений в 2023 году и побед на инженерных олимпиадах. А от нас телезрители ждут наверняка интересных новостей. Так что не будем медлить. Сегодня мы говорим о лакомствах. Оставлять вкусняшки и игрушки под елкой на Новый год или просто радовать близких подарками берет свое начало в XI веке. Ну какой Новый год без сладкого сундучка, доверху наполненного конфетами и мягкой игрушкой? В немецком городе Кёльне ученики церковных школ получали сладкие дары в виде фруктов, конфет и вкусной выпечки. Со временем эта традиция радовать малышей шагнула далеко за пределы Германии и стала популярна по всей Европе, где накануне этого праздника в домах стали развешивать специальные чулки или башмачки, в которые детишки потом находили подарки. У нас место для подарков строго под елкой. Не менее интересной была и традиция преподношения подарков детям в России. Она берет свое начало еще в XVIII веке, когда наиболее желанным презентом для детей было получение расписных пряников.
Сейчас пряниками никого не удивишь, но надо полагать, что тогда конфет не было, и любая сладость была в радость. С 19 века к сладким презентам, выпечке, конфетам, засахаренным фруктам и марципанам, которые получали дети в богатых семьях, добавились еще и игрушки. Не стала нарушать сложившуюся традицию и советская власть. Дети всех возрастов с нетерпением стали ожидать коробочки с разнообразными конфетами, шоколадными фигурками зверей и самого Деда Мороза, апельсинами, яблоками и мандаринами, которые родители накануне праздника приносили с работы. Время идет, а традиция сохраняется, все потому, что она хорошая. Сейчас выбор новогодних подарков огромен и разнообразен, но все же, несмотря на обилие различных игрушек, как и много столетий назад, и мальчишки, и девчонки хотят получить в новогодние праздники еще и массу самых различных вкусностей. Но не стоит съедать все содержимое сундучка в кратчайший срок. А вот у меня встречный вопрос. Можно ли посмотреть сериал за раз, целиком? Режиссеры, продюсеры, актеры, операторы, художники-постановщики. Вся съемочная команда кинокомпании «Сказка» приехала из Москвы в Уфу, чтобы снять второй сезон комедийного сериала «Саня, газуй». Первый сезон ситкома «Саня, газуй» получил много положительных отзывов. И вот сейчас в одном из павильонов киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова активно идут съемки. Влада Ермолаева, исполнительница главной роли, пообщалась со съемочной группой «Горы новостей». Расскажите, какую сцену вы сейчас снимали? Мы сейчас снимали финальную сцену сезона «Саня, газуй. Новый поворот». И это момент, когда решается все. И мы презентуем новый «Москвич» хозяину. Мы над ним долго работали. Мне кажется, это будет смешно, весело и очень празднично и светло. У вас такая интересная роль. Вы на самом деле разбираетесь в машинах? Но на самом деле опыт у меня есть. И мы проходили... Перед съемками мы приходили в СТО и копались в машинах, чтобы больше в них разбираться. Поэтому, если нужно будет поменять колеса или посмотреть на карбюратор, то я смогу это сделать. Так что зови. Хисамова Евелина. Влада Ермолаева. Специально для «Горы новостей». Эвелина, спасибо. А мы продолжаем наш новогодний информационный подъем. И раз уж речь зашла о праздничных блюдах, то наверняка у многих Новый год ассоциируется с салатом оливье. Оказывается, что знаменитое блюдо связано с кулинаром 19 века, по фамилии которого он был назван – Люсьеном Оливье. Салат, конечно, очень далек от того, что сегодня мы готовим на Новый год. Наверное, тогда просто не было таких продуктов. Главное отличие – это ланспик. Ланспик – это застывший куриный или птичий бульон, порезанный на мелкие кубики и замешанный в салат. Были там и раковые шейки, и икра даже, и каперсы, не говоря о том, что готовился он не из курицы и из докторской колбасы, а из рябчиков. Мне уже на слух наш салат кажется привлекательнее, чем его предшественник. Преображение рецепта оливье случилось в 1939 году. Российский шеф-повар сделал похожий салат. Тогда он назывался майонез из дичи. При этом слово майонез обозначало уже готовое блюдо, далекое от сегодняшних вкусов. Каперсы, понятия не имею, что это такое, заменяются на зеленый горошек, а раковые шейки на вареную морковь, видимо, по цвету. И все это заливается баночным майонезом, который только начали пускать по всей стране. Примерно в этом виде салат оливье и дошел до нас, изменившись лишь в том, что вместо курицы туда начали класть докторскую колбасу. Кстати, у докторской колбасы тоже интересная история происхождения, но об этом мы узнаем после сюжета. Ребята, вы тоже храните так свои карандаши и ручки? Скучно же, правда? За основу мы возьмем обычный картонный либо пластиковый стаканчик. Он будет в виде моей кошки Руси. Ну что, рисуем кошку. Русю надо раскрасить. Начнем с пятнышек. Теперь самое ответственное. Нужно аккуратно вырезать. Теперь нужно подготовить стаканчик. Сначала его нужно обклеить скотчем и приклеить нашего котика. Стакан наш готов, чтобы полностью обмотать его веревочкой. Стаканчик готов, но котику еще нужны лапки и хвостик.
Вот такой замурчательный стаканчик для карандашей у нас получился. Мне кажется, с таким симпатягой даже уроки будут делать приятнее. Лера Антропова, Рамазан Мусин специально для горы новостей. А можно сделать в виде зайчика, и будет очень актуально. Перед сюжетом я обещала рассказать, почему докторская колбаса так называется. Наверное, ее любят доктора. В СССР активным спросом пользовалась докторская колбаса. Она считалась атрибутом благополучия семьи, королевы всех вареных колбас. На несколько коробок докторской колбасы можно было выменять новенькие «Жигули», но это не точно. Это не значит, что «Жигули» так мало стоят. Это значит, что колбаса была настолько ценная. Колбаса докторская появилась в 30-е годы прошлого века. Тогда были экономически сложные времена, особенно в деревнях. Люди в основном питались кашами и постными щами. Естественно, среди сельского да и городского населения царствовала анемия и подобные ей недуги. Советские врачи были обеспокоены этой проблемой, вот и изобрели такой продукт, богатый белками. Интересно, а наша программа богата сюжетами? Космос таинственен и безграничен. Лишь избранным выпадает возможность почувствовать его глубину и необъятность и хотя бы прикоснуться к нему. С одним из тех самых избранных, космонавтом, героем России Михаилом Борисовичем Корниенко нам удалось пообщаться. Башкирская столица радушно принимает космонавта мировой значимости. Михаил Борисович Корниенко был участником сразу 2 полетов в космос. Во время первого своего нахождения на Международной космической станции он вышел в открытый космос аж на 17 часов, а вторая его экспедиция в космос и вовсе стала практически рекордом. Он пробыл на МКС целых 340 суток. Наверное, каждый мальчишка еще с детства мечтал стать космонавтом. А ваша профессия отличается от вашей мечты в детстве? Нет. Нет? Я, как любой мальчишка, особенно в то время, в 60-е годы, там и мальчишки, и девчонки хотели стать космонавтами. Я не исключение, поэтому моя мечта, она четко реализовалась в действительности. Ваши впечатления от космоса, и когда вы уже в нем побывали, уже действительность, она отличалась как-то? И в чем? Ну, наверное, уходит та романтика, о которой мечтают ребята, которые хотят стать космонавтами, насмотревшись вот фантастических фильмов, вот этой романтики там нет. И жестко присутствует суровая реальность, что необходимо работать без ошибок. Вы пробыли на МКС год. С какими бытовыми трудностями вы столкнулись? Сложно помыться. Там все не так. Там невесомость. Там нет бассейна, там нет душа. Вот если иметь в виду быт. Там нужно приноровиться поесть, чтобы ничего не улетело у тебя. Но к ним быстро привыкаешь. Руслан Николаев. И Михаил Корниенко, летчик-космонавт, специально для горы новостей. Руслан, спасибо. А на этом все с новостями и событиями дня. Руслан, спасибо. А на этом все с новостями и событиями дня. Тебя знакомили мы, Лейла Хамидуллина и Реваль Сулейманов. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. С Новым годом!